С началом весны работы прибавилось не только у городских служб, но и местных гидов. Поток туристов в республику стремительно растет. Свой отпуск или даже просто выходные в Чечне проводят тысячи туристов из разных уголков России и не только. Только за прошедший год здесь побывало свыше 40 тысяч человек. Ежедневно на улицах Грозного можно увидеть сотни гостей. Высокий уровень безопасности, сервиса, национальная кухня, гостеприимство местных жителей – основные критерии, благодаря которым регион стал особо привлекательным для семейного отдыха. Наш город самый спокойный, самый надежный. Я абсолютно выхожу. И по вечерам выхожу, и днем выхожу гулять со своими детьми. Самый безопасный город. Я приехал из Ростовской области, с города Ростова-на-Дону. Здесь, в Грозном, уже учусь 3 года. Учусь в Грозненском Суворовском военном училище. Это очень хороший, веселый город, где созданы все условия для детей, развлечений. На этом фоне абсолютно нелепым выглядит рейтинг самых опасных городов мира, представленный накануне аналитической компании Verisk Maplecroft. Среди европейских городов в категорию чрезвычайно опасных для проживания попали Луганск, Донецк и Грозный. Каким образом чеченская столица попала в так называемую группу риска, объяснить сложно. Как и то, на основе какой информации составлялся загадочный рейтинг, и исходя из чего британская компания называет цветущий регион опасным. Положение Грозного в этом рейтинге, оно связано с тем, что хотят перенести внимание с Украины, с Новороссии и с проблем, которые там существуют у украинской власти, на Кавказ, который давно уже является мирным, но вот, по-видимому, в представлении этих, так сказать, горе-консультантов и консалтинговых-аналитиков он все еще представляет из себя какую-то там горячую точку. С другой стороны, хотелось бы отметить, что, по всей видимости, еще и вот специалистам этой консалтинговой компании не дают покоя лавры британских ученых. Мы знаем, что такой мем существует в интернете. Британские ученые — это некоторые такие люди, которые все время изобретают какие-то совершенно непригодные в жизни ненужные вещи, делают совершенно неожиданные и ненужные исследования. В частности, они исследуют вопрос, как влияет цвет формы футбольных игроков на исход матча, например, или выискивают идеальную форму, идеальную пропорцию снеговика, или пытаются математически объяснить, что из себя будет представлять идеальный сэндвич. Вот, собственно, такие британские ученые. И теперь мы знаем, что, по всей видимости, существуют аналогичные британские консультанты. Я не согласен с их мнением. Я считаю, Грозный в последнее время, последние несколько лет, даже больше, чем несколько лет, очень спокойный город. Можно выйти погулять спокойно, по магазинам пройтись. Я сам с Владикавказа родом. Я тут свободно хожу, так что я там также свободно перемещаюсь. Айшат Гусейнова в Грозном впервые. Приехала вместе с семьей и своими учениками. Рассказывает, что были наслышаны о чеченской столице и поэтому решили отметить окончание школы именно здесь. Список опасных городов, составленный британской компанией, она считает нелепым. Слов нет вообще, как можно внести в этот город, вообще Грозный, туда, в этот список, конечно, нет. Все великолепно, все очень красиво. Просто мы даже не ожидали, нам рассказывали, конечно, мы вообще не ожидали, что здесь до такой степени все идеально. Прям вот. Мы приехали из Донецка, всем известно, что сейчас там идет война, да, и мы видели все, как взрывается, как погибают мирные жители, и здесь такого нет. Здесь безопасно, мы спокойно, вот сейчас мы пришли в кафе, мы сидим, мы хотим сейчас сходить в кино. Очень много дружим мы с местными жителями, с чеченцами, да. Мы нашли себе здесь работу, мы нашли себе здесь жилье, нам помогли совсем, то есть мы очень довольны. Спокойно, безопасно, тихо, и самое главное, здесь могут быть и жить люди разных национальностей и разных вероисповеданий. О том, что здесь какие-то беспорядки, это все абсурд, это вообще ровным счетом абсурд. Полностью. Вот мы, допустим, представители христианской веры. Я здесь спокойно, вот я христианин, я спокойно могу здесь ходить в церковь, она здесь есть. Могу там спокойно поставить свечи, у нас по обычаям там так положено. Здесь регион спокойный, есть все возможности для того, чтобы здесь завести семью, обрести жилье и воспитывать своих детей. Тем более все условия у вас здесь позволяют этому. Во-первых, человеку, который приедет из другого города, из другого региона, здесь будет интересно. Почему? Республика очень красивая. У вас сколько исторических мест? У вас жил и Лермонтов, у вас жил и Толстой, Пушкин, и Дюма, и Комаров, летчик, приезжал сюда.
У вас есть уникальное озеро Кизино-Ам. В каждом районе Чеченской Республики есть достопримечательности, которые стоит посмотреть. И я не знаю, сколько лет это надо, чтобы объездить всю республику и посмотреть. И вопрос безопасности, вот куда бы мы ни приезжали, не смотрели, да. Нас везде принимали гостеприимно. А это уже другая группа туристов, тоже впервые в Грозном. За красотой вечерней чеченской столицы они наблюдают с крыши высотного комплекса Грозный-Сити. Эмоции переполняют каждого. Мы под впечатлением, на самом деле, не можем не уехать никак сегодня. Люди очень гостеприимные, все стараются сразу рассказать, какие здесь традиции у них. Очень понравилось. Здесь очень доброжелательный народ и очень красиво, особенно ночной Грозный. Многочисленных гостей в первую очередь притягивает сказочная природа Чечни. Жемчужина Северного Кавказа, лучезарное озеро Кизиной-Ам, строящийся горнолыжный курорт Ведучи, другие объекты культурного наследия. В Грозном ежедневно принимают многочисленные делегации как из субъектов России, так и стран мира. В республике регулярно проходят события международного масштаба с участием тысяч людей, в том числе именитых звезд. При этом ни одного происшествия не произошло. Это отмечают и сами зарубежные гости. У меня остались очень теплые впечатления от Грозного, чувство безопасности. Ночью мы спокойно гуляли по дороге в гостиницу, и определенно складывалось впечатление, что твоя семья может спокойно жить в этом городе, и тебе не придется переживать за нее. Возможно, время, которое я там провел, было самое лучшее. Ежегодно в Чечне проводится и международный миротворческий форум с участием известных в мире богословов, которые отмечают, что именно в Чечне распространяется истинный ислам. А значит, нет места ни терроризму, ни экстремизму, ни другим течениям. Довольно активно здесь процветает и культурная жизнь. Ежедневно театры республики показывают новые постановки. Чеченские зрители посещают спектакли российских и зарубежных театральных коллективов, которые стали нашими частыми гостями. Проводятся футбольные матчи на одном из лучших стадионов России – Ахмат-арене, посмотреть которые приезжают многочисленные болельщики. В этом городе всегда спокойно, всегда порядок, чистота. Мне кажется, это ошибочное мнение. Стоит отметить также и то, что Грозный – один из немногих городов, где как жители, так и гости подчеркивают отсутствие уличного криминала. По их словам, разговор о том, что ехать в Чечню опасно – всего лишь необоснованные слухи. В этом можно убедиться, лично посетив республику. Я лично часто оставляю где угодно машину, не закрываю. У нас нет ни одного единого случая, чтобы у нас был зафиксирован угон. Город Грозный – самый безопасный город не только в России, но и в мире. Чеченская республика является образцом по многим показателям, об этом говорят независимые эксперты. Стабильный, безопасный и развивающийся регион уже давно стал визитной карточкой всей страны, что подтверждают сами руководители государства. С каждым днем все лучше становится. Хорошо и красиво. Он уже теперь одна из визитных карточек Российской Федерации. Как ни посмотришь, это хорошие показатели на самом деле. В том, что рейтинг британской компании абсолютно не обоснован, нет никаких сомнений. Тем более нелогично было ставить активно развивающийся регион современной столицей в один список со странами, в которых до сих пор идет внутренний конфликт, а некоторые и вовсе переживают военное время. Наверное, сотрудникам компании Verisk Maplecroft следовало бы хотя бы раз побывать в Грозном, чтобы лично убедиться в необоснованности своих выводов и обновить свой рейтинг уже на основе достоверных фактов. Розанна Веселаева, Артур Дутаев. Новости.